Россия проигнорирует очередную резолюцию ПАСЕ. Об этом в Страсбурге сообщил член украинской делегации, лидер крымских татар Мустафа Джемилев. В частности, он напомнил, что за 2 года аннексии парламентская ассамблея приняла несколько резолюций, направленных на защиту прав человека и прекращение агрессии. Однако Россия по-прежнему не выполнила ни одного требования. Россия не только не собирается уходить из Крыма, но усиленными темпами превращает Крым в мощную военную базу, которая представляет уже угрозу для всего Черноморского региона. Одновременно Россия различными репрессивными методами вытесняет коренное крымско-татарское население из Крыма и в огромном количестве привозит из Российской Федерации людей на оккупированный Крым. По всей вероятности, не будут продолжать впускать туда и международные организации для мониторинга прав человека. Точнее, будут пускать только тех, которые через Москву в нарушение нашего украинского законодательства будут ездить в оккупированную территорию, встречаться с оккупационными властями и некоторыми коллаборантами, а потом рассказывать мировой общественности и своим избирателям о том, как прекрасно живется в условиях оккупации. И я в этой связи хотел бы поблагодарить выступавшего передо мной депутата Ле Боргни, который извинился за депутата из Франции, незаконно посетивших оккупированный Крым. Уровень свободы и безопасности в оккупированном Крыму сейчас очень напоминает самые мрачные годы сталинского режима. А по некоторым признакам оно даже хуже. По крайней мере, при советской власти, при Сталине не убивали тайно, не выкрадывали, не убивали. Там была четкая процедура репрессий и убийств людей. Сейчас этого нет. Сейчас могут просто люди исчезать.